по любезны, одному. потом будьте любезны ответить на наши вопросы тоже. Хотя у нас, знаете, не такие враждебные, как у вас образно. Ну, Давайте, тем не будь ласка, менее, по мы по понимаем вашу одному. Будь позицию. ласка, досить. Будь ласка, досить. Давайте по одному. І Зорян, останнє. почекай. Зорян, почекай. Вони не відповіли на питання Порше. Давай з цього почнемо. Да, давайте, будь ласка, Наталя, задавай своє питання ще раз, будь ласочка, задавай своє питання. Ми чекаємо відповідь на твоє питання, і тоді інші учасники підключаються до дискусії. Дякую. Так вот, мой вопрос, я еще раз повторю, для двух чеченцев, девушку и парня, которые у нас присутствуют. Девушка более-менее ответила, парень не ответил. При всем при том, что вы себя считаете в 10-м поколении чеченцами и уже нам перечислили все свои регалии, и вы говорите на чистейшем русском языке с российским акцентом, совсем не с чеченским. У меня вопрос, откуда у вас такое хорошее знание языка абсолютно без акцента? И так хорошо поставлена русская речь. Шикарный комплимент, спасибо огромное. Да, Я для людей, которые умеют использовать язык как инструмент, это хороший комплимент. Спасибо. Ну, mais vous inquiétez pas, je parle français aussi, не хуже, чем русский. Так, что далее? Я просто хочу вам пояснить то, что я вырос в подвале, и в подвале у нас моя тетя сохранила всю библиотеку свою. И вот вместо, знаете, чем просто сидеть, страдать и принимать свою участь, наша тетя нас обучала науке, ну, истории, предметам и все дела тому подобное. Я думаю, от этого у меня остался этот русский язык, потому что мы друг с другом постоянно практиковались именно на нем. Ну и дальше, естественно, я думаю, это зависит от интеллекта человека тоже и от его образования. Я надеюсь, ответил вам на вопрос. Я бы сказала, что как раз у девушки слышно акцент. У нее он есть. Чуть-чуть, но есть. Просто не понимал алгоритм тех вопросов, кто может задавать вопросы, а кто должен молчать, кого будут банить, а кого не будут банить. Можно теперь Если мне можно, модератор аналогичный так вопрос? Можно мне всё аналогичный объяснит. вопрос задать вам? Все ли украинцы Подождите, Ираги, разумеют украинскую мову? Ираги, подождите, им раз Все начал украинцы говорить. розуміють українську мову. Так точно. Імпрес, якщо ти почав щось говорити, не треба просто поток сознання свого говорити. По ділу щось скажи, якщо є що сказати. Якщо немає, просто мовчи. Все вопросы у меня как раз по делу. Нет ни одного вопроса, который просто так, знаешь, ну вот, нет. Тут как раз всё по Задавай. делу. Ну, ти питаєш, хто там коли може задавати вопроси. Що ти вліз? Сейчас вам Ну, не раз вліз. буду Ти, думать над вопросом. та ти навіть не даєш мені сказати, братан. Давайте, хто там наступний. Імпрес, коротше, Ірак почекай. питав, чи всі українці розмовляють українською. Так, всі Почек- українці розмовляють То дай я українською. договорю, Бандерівка, алло. Імпрес, приходь завтра. Як там, Ірагі, говоріть. Я вот аналогичный вопрос хотел бы, вопрос на вопрос, да, я думаю, я и Флайн ответили вам на этот вопрос, я думаю, вам, если у вас нет сопутствующего, значит, достаточно. Естественно, у меня возникает аналогичный вопрос к вам. Все ли украинцы разумеют украинскую мову? Я вам відповіла на ваше питання. Всі, хто тут є, всі розмовляють українською дуже гарно, і пишемо, і читаємо, і розмовляємо. Дивись, Мгм. а я тебе... Мгм. Не, я Что-то мне это дополню. лукавством кажется, ну ладно. Бандерівку. Так далее, какие Смотри, у вас вот еще вопросы? Одну секунду, я дополню Бандеровку и отвечу в полном объеме на твой вопрос. Значит, мы, граждане когда-то бывшего СССР, на сегодняшний день стали заложниками знания русского языка. Что касается конкретно украинцев, до момента 22 года большая часть Украины и украинцев говорила на русском, понимаешь? После того, когда Россия напала в полномасштабном объеме, даже те, кто не знав українського язика, вони почали вивчати його, розумієш?
і навмисно стали розмовляти українською мовою. Спасибо вам за правду. Зіронька, припустимо, Зіронька, вона також може розмовляти російською мовою, але вона принципово не говорить нею. І деякі люди, які, я повторю, не знали цю мову, вони її вивчають. Розумієте? Ми на сьогоднішній день чітко знаємо, що українська мова насамперед для українців це найсвятіше, що є, розумієте? Це і є показник нашої національності, нашої культури. И про те, что там мы где-то лукавим, мы говорим по-русски с вами, потому что, чтобы вы нас понимали в полном объеме. Не больше и не меньше. Мы дома, вот я тебе серьезно говорю, у меня жена осетинка, я украинец, сын у меня украинец. Мы дома разговаривали по-русски, как и всегда. А теперь мы розмовляємо українською мовою. Вона у нас в більшості. Розумієш? Ну, а тогда какие вопросы к нам? Мы-то оккупированные, Хаммерс. Мы оккупированные Россией. Они нам наши свои паспорта дали. Они за нас отвечают. Они нас мочат в туалетах. Они нас сажают на бутылки до сих пор, блин. Они издеваются над нами по полной программе. Тогда что вы с нас хотите? Разве чтобы Вот. победить врага, Вот это мы должны не, лучше знать это, тогда его язык? Смотри, вот это конструктивный вопрос, а я тебе отвечу. Русский ждет. С 22 года мы в плане, допустим, там нашей контрразведки мы работаем с вашим народом очень-очень плотно. И мы сегодня работаем в той концепции, чтобы вы вышли из этой оккупации. Понимаете, вы люди самодостаточные, вы люди с характером, вы люди со своей большущей историей. Понимаете, я понимаю, я знаю, почему вы сегодня в оккупации. Я очень об этом знаю. Но наступило время, ребята, бороться. Помогайте нам, мы поможем вам. Понимаете? А Соединенные Вот, Штаты господа. Европы будут нам поддержку делать, как вам это делают? Кому вам, Да, скажите? я, кстати, хотел это тоже добавить. Чеченцам. А почему Когда? нет? А почему нет? А Потому когда что делали? Когда территориально мы первая далеко, война была, не понимаешь? делали, например. Я прошу Примерно прощения, первую войну не встречный делали. вопрос. Наоборот, Совет России дали 2014. кредит. Кингс, а в 2014, когда Российская Федерация зашла на территорию Украины, нам кто-то помог? Это такой же самый тебе вопрос на вопрос твой. А в 96-м году, когда у нас забрали ядерное оружие и разрезали все наши самолеты, Хорошо. нам Нет, кто-то помог? ребята, полномасштабно к вам не зашли. Это раз. Второе, сейчас вам зашли полномасштабно. Вам дают оружие. У нас и этого не было первой войны. У нас были гранатометы, калашниковые, ну и то, как бы мы справились, слава богу. Но вам сейчас дает помощь. Вы требуете от маленького чеченского народа, который находится в оккупации, который большинство жителей оттуда уже, можно сказать, уехали, потому что под натиском там невозможно даже жить, как и экономически, так и вообще в плане свободы. Вы просите от них. И еще вот что хотел сказать. Карпенко всегда говорит, обращаясь к русскому народу, видите, вы вот кормите этих чеченцев, вот вы вот пашете, чтобы они вот так жили, то есть все. Хорошо. Чеченцы разве не заслуживают, чтобы так жить, когда над ними так глумились, издевались, когда до сих пор это происходит? Если послушать логику Карпенко, у меня такое ощущение, что он просит русского народа, чтобы они воевали до конца против Украины, чтобы они и Украину не кормили, точно так же, как и чеченцев. Потому что если они не выиграют Украину, если они проиграют, они будут платить контрибуцию и репарации, и придется кормить Украину. Так его логика выглядит. Понимаешь, предъявах чеченцам. это Именно так и выглядит. Это именно так и выглядит. Нет. Потому что Смотри, он обращается к русскому народу, унижая чеченский народ, что вот вы им платите, а значит, выходит, русский народ будет платить украинцам, значит, они должны дальше воевать, что ли, против Украины? Вы неправильно Его всё вот тут поняли. гнило, вот его Остановитесь. Кингс, Нет, остановитесь. ты неправильно, У вас ты вообще не неправильное понимаешь, о восприятие чем он говорит.
Одну Я секунду, очень хорошо Бандера. это понимаю. Смотри, что он имеет в виду. Ты просто вдумайся в его слова, о чем он говорит. Во-первых, он говорит русским, да, о том, что сегодня его страна отдает очень большие деньги, бляха, на власть вот этого кадыровца и его последовательности, ты понимаешь? Он не говорит за всех вот Нет, этих он ни чеченцев. разу не сказал Кадырову, он сказал чеченцам, Можно чтобы вмешаться? они вот так. Викс, Ни А разу не сказал. кадыровцы что, не чеченцы? Можно Нет, они вставить, силой. можно вставить ремарку. Давайте, Тесла, вставляйте. Так вот, если Россия дает много денег Кадырову, то есть как бы разводит коррупцию, это же для Украины хорошо, что они дают Кадырову деньги, иначе эти деньги стреляли бы украинцев, то есть на них покупали, делалось бы много оружия, там, закупалось бы у Кореи, то есть это же хорошо, разве не так? Потому что Карпенко говорит о том, что Да, посмотрите. именно То, так, что что он вы раздает не эти деньги перебивайте, безалаберным пожалуйста. тиктокерам. Не перебивайте, пожалуйста. Вас не перебивали, пожалуйста. Дайте сказать мне спасибо большое. Карпенко говорит о том, что те деньги, которые должны были вам, чеченцам, идти на контрибуцию, за которую вы сейчас упомянули, они разворовываются и кормят вот этих вот Неправда. ублюдок. Он говорит русские. Он говорит русские. Неправда. Подожди. Не перебивай. Давайте Тебя я не немного перебивали. смягчу эту ситуацию. Это во-первых. Во-вторых, касательно того, что ты говоришь по поводу вашей первой чеченской, второй чеченской и про помощь Украине. Когда у вас началась первая чеченская и потом вторая, республики Ичкерия независимой, к сожалению, не существовало. Она хотела выйти из состава Российской Федерации. И по международному праву, общество международное не имело права втручаться, вмешиваться в ваш конфликт. Не рассказывайте сказки, у тебя сказки рассказывать. Да вы что, серьезно? Это во-первых. Во-вторых, по поводу украинцев. Еще раз, смотрите. Я тоже знаю очень много чеченцев. Нормальных, адекватных ребят. Не все из них воюют за Украину, но я их знаю. И понятие чеченец для меня точно так же, как понятие украинец, грузин, армян, неважно. То есть это национальность. Понимаете вы или нет? Ну, нация. То, что ваши люди идут сюда убивать, неважно, какой это выбор. Осознанный или принудительный, это выбор. У каждого человека есть выбор. Он его делает. Понимаете? Я объясню проще. Вы же Дайте можете ставить назвать мне ингуша ремарку. чеченцем? Просто ответьте мне на вопрос. Вы ингуша можете назвать чеченцем? Нет, не можете. Вы можете назвать, не знаю, русским чеченцем? Нет, не можете. Это ваша национальность. И еще раз вам повторяю, услышьте, пожалуйста, все внимательно. Я называю Чеченец чеченцев это ингуша, себя нация. называю И нахами. Подождите, не перестраивайте перепалку. И мы Эту тут не ситуацию делим можно... на политические лагеря. Не делим. Все. Есть чеченец, есть русский, есть молдаванин, есть кыргыз, есть узбек. Это национальность. Ты от нее никуда, не денешься. Политические моменты – это уже другой момент. называют же. Аксенову украинцам называют. Слушайте, почекайте, будь ласка. Чеченцы, которые здесь сейчас есть, послушайте меня внимательно. Когда наши солдаты берут в плен представителей Луганской и Донецкой областей, все говорят, это заблудшие овечки, они украинцы. Но они потерялись. Мы разделяем для себя даже своих. Но если в России или где-либо говорят, что вот украинец, и он воюет за Россию, мы никому не говорим, что не обобщайте. Если он украинец, да, он украинец, но он дебил. Он перешел на другую сторону. С Так ними что интервью можете мне скинуть? Можно теперь объяснить? С украинцами интервью можете мне ссылку скинуть? Есть на канале Владимира Золкина.
Ребята, дело не в том, что вы называете кадыровцами или чеченцами. Да хоть чеченцами называйте. Но то, что как он берет это интервью, мне без разницы. Если он сидел бы там, говорил бы, ты чмо конченое, ты обезьяна, ты то и все, мне было бы плевать, абсолютно плевать. Но как он преподносит то, что я вижу, видите, русские, как вы будете, вот видите, вы их кормите и так далее. Но в таком случае, если русские проиграют, то им придется и украинцев тогда кормить. Он что хочет, он призывает таким образом, что вы говорите, нет, он сказал чеченцам это. Нет, он не говорит чеченцам. Я внимательно все слушал. Сами тоже опять послушайте. Мне плевать, вы его даже называете чеченцем или кадыровцем, без разницы, хоть обезьяной или чуркой. Но то, как он преподносит, вот это мы имеем в виду. Я лично, я не знаю, кто что тут имеет в виду. Я, например, себя более глубоко называю по-другому. Я себя нахом называю. Да, это относится и ингушам, и чеченцам, и бацбийцам, и всем вот нахским народам я отношусь. Пожалуйста, Да. мы услышали вашу точку зрения, и вам уже 10 Теперь раз можно ответили мою на вопрос. услышать? Вы, возможно, и внимательно слушали, но понять не поняли, о чем речь. Немає Да, сечі Ікса, терпіти ти борошна. свободний. Вставляй. Люди, дозвольте сказати. Так, давайте, будь Я ласка, Можно мою точку почекайте, зрения будь ласка, теперь люди. Ірочка, будь ласка, можна я скажу? Можна, будь ласка, стоп всім. Я- Будь ласочка, закрийте всі мікрофони свої. Давайте по одному. Русские Зоря. тоже давно хочет сказать. Ну, будь Зоря, ласка, немає дивіться. сечі, хай говорить. Добре, я теж погоджуюся з тим, що немає сечі, було би добре відкрити мікрофон. Дивіться, люди, ну не хотілося б зараз робити всім зараз червоні мікрофони і щоб ви піднімали руки для того, щоб поспілкуватися. Ну, я вам ще раз нагадую, нас зараз є тут багато, нас є 61 учасник голосового чату. Будь ласочка, давайте поважати одне одного і відкривати мікрофони лише в тому випадку, коли не спілкуються інші люди. Ну, я розумію, що ми всі маємо питання і ми всі хочемо поспілкуватися. Ну, давайте поважати одне одного. Немає сечі, будь ласка, зараз ваше слово. Відкривайте свій мікрофон. Дякую, Зіронька, велике дякую, бо я не можу вставити свої 5 копійок аж ніяк. Скажіть мені, будь ласка, люди, чеченці, нохчі, узбеки, росіяни, українці, для мене має значення, яка національність, якої національності людина, яка прийшла, наставила автомата і вбила мене. Для мене має значення, хто зґвалтував мою дитину і закатував мого чоловіка в ямі. Хто це був? Чеченець, не чеченець, кадировець, не кадировець, як сказав Карпенко, як не сказав Карпенко. Хто пройшов, ви кажете, що ви сиділи в підвалах, що ви пройшли війну, що для вас це був такий травматичний досвід, а тепер вас ображає, що якийсь Карпенко, та якийсь блогер, якийсь Карпенко щось там каже про чеченців, про росіян, про все остальне. Для мене це має значення. Для тих, хто пройшов війну, для тих, хто знаходиться у війні, хто знаходиться в постійній атаці, в постійних обстрілах, в постійному страху за своє життя і життя своїх рідних, це має значення. Для мене має значення, якою мовою ви розмовляєте. Для мене це має значення. Відповідь, Я понимаю, що ти говориш. Ні, будь ласка, вислухайте. Я вже слухаю 10, 20 покоління, 30 покоління. Я вам скажу, що пройшли українці. Чеченці пройшли дуже важкий шлях. Я ніяк не обіцінюю ваш... Я знаю, що, можливо, не всі розуміють українську мову, але зараз, якщо я перейду на російську, це буде ще гірше, ніж зараз. Вам важливо, якою мовою розмовляють українці? Ви вчили історію України, ви знаєте, що пройшли українці, скільки голодоморів, скільки переселень, скільки знущань пройшли українці, скільки заборон на мову пройшли українці. Чому більшість українців не знає своєї мови і традиції? Ви, нохчі, змогли зберегти свої традиції, ви знаєте свої традиції. Більшість українців навіть не розуміє, що в них є свої традиції. Розумієте чи ні? Ми не жили своєю державою. Нас повністю орусифіцірували. Я не знаю, як це правильно сказати. Я не буду нервувати, я просто задаю питання. Рикс, Атила, можно теперь ответить?
Отвечайте, Тесла. Хорошо. Я сначала скажу вот, скажем, своим односельчанам, ни язык, ничего здесь не имеет значения, совершенно пустые, не имеющие к теме отношения. Знают украинцы язык, не знают, чеченцы его знают, или не знают, это к этой вообще не имеет никакого отношения. Это первое. Второе. Украинцы сейчас ведут борьбу за выживание, и нельзя их вообще ни в чем упрекать. Были чеченцы туда пришли, не чеченцы или там кто-то, это абсолютно, они пытаются выжить. Вот мы не выжили, нас оккупировали, 25 тысяч молодых парней до сих пор гниют в российских тюрьмах, это по отношению к нашему проценту населения, это большое очень число. Устроили концлагерь под открытым небом, надули специально человека под названием Кадыров, и 5 лет его на Запад вот так и украинцам, и другим, всем показывали, что вот типа это главарь Чечни, а там в Ханкале сидит ФСБ, которым даже любой майор главнее этого Кадырова. И на территории Чечни до сих пор находится 100 тысяч российских войск. 100 тысяч. И они, если они доверяли бы чеченцам, эти 100 тысяч сейчас где-нибудь под Покровском были бы или в Запорожской области где-то. То есть Чечня на себя оттягивает 100 тысяч российских войск с техникой. Может со спутников посмотреть эти фотографии Гекалова, в Ханкале, Ведено. Там стоят базы, и там российские... Борзой. И там Калинский район еще. Подожди, Давид. Там стоят 100 тысяч. То есть Чечня помогает Украине просто в таких, очень больших масштабах, оттягивая на себя 100 тысяч войск, которые в другом случае, а Кадыров это просто синекура, фигура, они специально ее надували. 5 лет здесь на Западе мы ходили к журналистам, к политикам, говорили. Они специально надувают этого человека, чтобы Путин, приезжая на Запад, мог говорить, что мы им поставили, они сами выбрали Кадырова, и они там сами все решают. Я тут ни при чем. В Ханкале нет ФСБ, который по телефону Кадыровым рулит там в прямом режиме. Там последний, не знаю, майор-капитан важнее, ФСБ в России рулит. И они на мир подавали эту картинку, что Кадыров это некое самостоятельное. И когда началась война, получилась как бы такая картинка. Кадыров вместе с Путиным напали на Украину. И это в головах у людей. Да, конечно, когда ты человеку вот так спросишь, он логически скажет, Россия напала, а Кадыров это такой подрусский, управленец. Но в головах медийная картинка сидит, как будто эти двое напали. То есть чеченцы как бы отдельное государство. Путин сказал, Муратов, Нобелевский лауреат, сказал, что чеченцы выбрали себе Кадырова, и они все решают там сами. И вот эта картинка, она также и в голове Карпенко, Золкина. Я не могу их винить в этом. Да. Она у всех украинцев. То есть они считают, что чеченцы это такие там некая самостоятельная часть. Можно вопрос? Здесь много неправильного. Много неправильно. Что касается вот этого, играет ли значение, что почему можно говорить, что чеченцы. Даже лучше говорить чеченцы, чем говорить кадыровцы, потому что завтра, когда война закончится, эти кадыровцы все равно таким элегантным движением превратятся в чеченцев. Но к Украине какие претензии могут быть у чеченцев, например? Только что мы услышали, что сказали, что Чечня – это часть России. То есть Украина все эти 20-30 лет утверждала, что Чечня – это часть России, и, конечно, не признавала ее, и точно как и весь мир остальной, только что это было произнесено, запихивали ее обратно в Россию. То есть говорили, вы часть России. Если бы я выехал на тот момент из России... Подождите. Если бы я на тот момент выехал из России, украинцы потребуют российский паспорт. Они потребуют у меня российский паспорт, не какой-то чеченский. То есть нельзя усидеть на двух сценах. Одновременно требовать от чеченцев быть частью России и при этом говорить не воюй. Послушай человека. Будь ласка, решта всіх закриті мікрофони, будь ласка. Дослушай. Не, дослухай. Нельзя чеченцам говорить, вот мы, украинское государство, говорим, что вы часть России. На международных уровнях, на всех. Мы говорим, что вы часть. А потом говорят, а что вы за Россию воюете? Это все равно, что если, например, я не знаю, афганские маджахеды во времена этого советской войны поймали бы какого-то украинца, которых в советской армии было очень много, и тоже показывали ему, не знаю,
фотографии Голодомора и говорит: ты что, дурак, за Советский Союз воюешь? Ты что, нам плевать, что ты украинец там или что-то. То есть мы часть империи. Империя не спрашивает у тебя, что ты делал. Как не спрашивали у украинцев в Афганистане, хотят ли они в Афганистане воевать или не хотят. Можно вопрос? Украина не может усидеть на двух стульях. Две задницы должны быть, чтобы сидеть на двух стульях. Нету этого. А на двух стульях вы сидите, а не Украина. На двух стульях сидите вы. Парша, почекай, будь ласка. У меня обращение ко всем чеченцам, которые здесь есть. Или вы сейчас уходите просто, или я буду просто всех закрывать. Меня просто задолбало это говно ваше. Вы сейчас Ну, приходите идите сюда... вы все нахуй, да, мы уходим. Ну, Идите вы все нахуй. Люди, будь ласка, всі закрили мікрофони свої. В нас є учасники, які готові висловитися з цього приводу. Будь ласка, лише в когось одного відкритий мікрофон. Ви знаєте ці правила? Зорян, розумієш, я вибачаюсь наперед, але Я оці цих надеюсь, что долбойобів я не эфир, хочу этот слухати. эфир услышит батальон шейха Мансура. Я очень на это надеюсь. Спасибо вам большое. До свидания. Да, до свидання. Дивіться, мені в приват зараз написало декілька учасників, які хочуть задати питання, які готові висловитися з цього приводу. Будь ласка, Алікс хоче висловитися. Зорян, немає сенсу. Ти їх послухай. Немає сенсу з ними говорити. Це як, Порша, почекай, це як промити русські. Вони собі вчепилися, що їх там хтось розділяє, і все, і вони, українці, вже починають там обсирати. Основуюсь просто на двох словах, що сказав Діма. Це якийсь долбоєбізм, який тут прийшов, бляха, і починають тут колотити нами. Дивіться, я би хотіла теж сказати свою думку. Можна я скажу свою думку? Да, я спілкувалася з Дімою, спілкувалася з Вовою з цього приводу. І, якщо чесно, це питання вже піднімається неодноразово. Чому чеченці, які приходять до нас в чат, чому вони думають і чому вони сприймають оцю всю критику в свій адрес? Я не розумію цього, так само, як не розуміють це власники каналу. Тому що цей негатив весь, він відноситься до тих конкретно осіб, які прийшли до нас воювати, які прийшли нас вбивати. Я не розумію, що так говорить зараз багатьох чеченців. Я не розумію Я ж це саме казав. Я це саме сказав ще годину тому. Мені це дивно, я це говорю вже, третій тиждень підряд. Мені вже хочеться просто з матами зараз сказати це. Люди, що з вами? Серйозно. Якщо ви дивитеся дійсно, відоси Діми, ви дивитеся відоси Вови, хоча Вови там мало було відео з чеченцями, але, там Діми були певні висловлювання, він ж не висловлювався на адрес всіх чеченців, на адресу чеченського народу. Він висловлювався конкретно про тих осіб, які прийшли нас вбивати. Я не розумію, чому ви зараз тут приходите і пред'являєте, щось згадуєте, якісь факти, які були давно-давним. Дивіться, почекайте, закрили всі мікрофони. Закрили мікрофони, будь ласка. Тому що є питання таке, що, те, що було колись десь там в нас в Україні, і зараз є сепаратисти, які, працюють проти нас. І те, що ці люди були колись десь там в 94-му році, це, в принципі, логічне явище. Вони завжди були. Завжди були люди, які були проти України, які були за Рашку і які були на стороні Рашки. Тому я не розумію, чому ви приходите до нас у чат і кидаєте нам пред'яви за те, що колись десь там було, хтось десь там, якийсь там хтось щось зробив. Це нелогічно. Ви не маєте права зараз нам це пред'являти, коли до нас приходять, нас вбивають, наших дітей, людей, жінок, наших цивільних людей вбивають бомбами, ракетами. Ви не маєте права зараз що таке робити. Можно высказать? Да нельзя вам высказаться, вы уже все высказались. Вы пришли, обосрали всех украинцев, типа мы не разделяем. И вам похер даже всем. И вам всем даже похер, блядь, что мы вам говорим, что мы разделяем, что есть нормальные чеченцы, которые все понимают, которые воюют за Украину. Но нет, вы сидите и долбите нас. Вы что хотите, чтобы мы сейчас сказали... Кто вас долбит? Вы о чем вообще? Кто вас долбит? А ты послушай, что говорили до тебя. Долбит Россия.
Женя, остановись. Долбите сейчас вы Всё, нас всё. с этими вашими, а чего там, как украинцы, а почему украинцы кадыровцев называют чеченцами? А вы что, не чеченцы? Или они не чеченцы? Если Дайте он слово пришел в ЖС. Чечню, он чеченец. Дайте Так, слово будь ЖС, ласка, дивіться, пожалуйста. питання в тому, що, ну, розумієте, питання в тому, що коли приходить сюди людина-чеченець, і коли він починає говорити про те, що якийсь десь там колись Буданов, тобто не Кирило Буданов, а якийсь інший Буданов, якісь певні дії робив колись десь давно, то вибачте, будь ласка, але мені це попахує Ты видел это, что ли? Да, кстати, насчет этого я могу сказать. На следующий день я зашел, у него, кстати, не удалено это видео, и спокойно можно посмотреть, да, написать в Ютубе. Золкин снимал видосы, как он ходит на проплаченные митинги. То есть там написано конкретно вот переписка с куратором митинга, что там неизвестно, за что этот митинг, ему просто платят деньги. Он идет туда, Да, он идет, на антимайдан идет, он... Подождите, не перебивайте, дайте договорить. Хотите конструктивный диалог? Дайте договорить. На Януковича митинг, не знаю. Дайте договорить. На Майдане был митинг. На Майдане был митинг. А так он проплаченный ФСБ сейчас. Сейчас мы знаем, что он проплаченный ФСБ. Вот, подождите, стойте. Вот смотрите, у вас есть 19-секундное видео, да? А скиньте, пожалуйста, оригинал этого видео, и тогда мы конкретно все убедимся. Оригинал, полное видео, потому что оно есть на канале. Дайте его посмотреть своим слушателям или зрителям, или кто там, читателям вашего телеграм-канала, и вы увидите полную картину. Просто прикольно. Мы видели картину, на Майдане стояли, на Майдане мы знаем, кто стоял. Это антимайданный митинг был. Мы все это знаем, что там рассказывать. Ну так я вот взял на следующий день, загуглил, в Ютубе вбил Золкин на митингах. И я увидел все, чем он занимается, и все вопросы у меня отпали. Понимаете, если человек умный, он не будет задавать тупых вопросов, он возьмет и сам всю информацию добудет. Прикиньте, я взял, потратил 3 минуты и нашел. Вы же только что сказали сами, что ваш куратор Владимир Золкин, агент русского ФСБ в информационном поле Украины, и Дмитрий Карпенко, лже-журналист, а также лже-апостол, за деньги, которые они получали из России, ходили на митинги, защищали русский мир, и на митингах антимайдан, который они проводили в Украине каждый раз, показывали и защищали русский мир. За деньги. Вы же сами это говорите, мы же вас за язык не тянем, вы же сами это говорите. Шнырь, слепой кот, вы вообще себе отдаете отчет, о чем вы говорите? Вы же сами себя как бы залаживаете. Вы должны отвечать по законам Украины. Вы занимались деструктивной деятельностью, дестабилизацией безопасности в Украине. Вы понимаете, о чем вы говорите, слепой кот? Шнырь вы. Приветствую всех. Для всех тех, кто Дайте мне хочет сказать. убедиться в моих словах. Подождите, кот, подождите, пожалуйста, дайте мне сказать. Я заметил интервью этого не Золкина, а этого Карпенко. Он всегда говорит, там, обращаясь к русским, вот вы кормите Кавказ, вот вы кормите их, вы платите им и так далее. Я понял посыл вот этого Карпенко, что он хотел сказать. Он обращается к русским, он говорит, знаете, русские, если вы проиграете нам, то вы больше будете платить нам. Так что даже не смейте проигрывать. А не то, вы представьте масштаб, если вы Чечне вот так платите дотации, вы вообще там пипец нам будете платить. Он как бы этим намек делает русскому миру, чтобы они ни в коем случае не смели проигрывать. Понимаете ли? Вот в чем дело, посыл этого Золкина, этого Карпенко. Я больше всего слышу это от Карпенко, да, вот. И как бы он мотивирует русские. Русские понимают, слушают, да нифига себе, представьте, мы кормим Чечню, а если мы проиграем Украине, представьте, сколько нам надо будет платить. Да ну нафиг, пускай наши дети не будут это платить. Мы до последнего будем воевать и будем умирать. Да. Наши дети не будут этим хохлам платить и так далее. Понимаете? Вот посыл. А он
Подожди, кот, подожди, русский. Понимаете, Я вот в чем дело. Что он намекает? Он намекает на то, чтобы русские до последнего воевали и завоевали Украину. А не то, если они проиграют, будут платить контрибуции, репарации. А этого Карпенко не может допустить, так как он за русский мир. И ты, кот, из Казахстана, русский, как это вдруг ты решил спрягаться, ты русский из Казахстана, переехал под видом немцев, топишь за русский мир. Я, кстати, был у вас в канале, хотел с вами подискутировать. Вы вообще начали такой высокомерно, мне даже не ответили, на украинском мне начали болтать. Но тут вы заходите, вы тут нема украинской мовою, но тут вы прямо такой русский, понимаете, у вас и казахский флаг, понимаете ли. Я даже могу поспорить, что у вас до этого был и русский флаг, понимаете ли. Ну, я же знаю, находясь в Германии, что вы говорите, мы русский мир, мы русские немцы и так далее. Но когда приезжали, вы все Господин были администратор, немцами. можете выключить ему микрофон? Я хочу на ваш Нет, он не может выключить микрофон, потому что такой шнырь, как ты попросил, понимаешь? Так что, ребята, еще раз добавляю, не обижайтесь. Карпенко всего лишь хочет, чтобы русские не кормили Украину, как и Чечню, понимаете ли? И поэтому призывает, это намек такой, посыл. Русские, не смейте проигрывать нам, а не то вы будете кормить нас, хохлов, точно так же, как этих чеченцев. Пошел ты нахуй, понял? Пошел нахуй, я тебе говорю, пидор. Не надо материть крыса, пускай он матерится, мы не материмся. Нет, Я отвечаю, да? слепой кот. Сейчас, слепой кот. отвечаю. Сейчас, подождите, дам слово. Я же всем даю слово. Знаете что? Главное, дорогие друзья, участники канала, наши слушатели, мы не материмся, просто называйте раб, шнырь, гнида, это все нормально, потому что это его звание, это его служба. Но материться мы не будем, пускай он матерится, мы его учить не собираемся нравственности. И, кстати, слепой кот, сейчас мы никому микрофоны здесь не выключаем, а даем всегда говорить людям. Как бы, что бы они говорили, пускай люди сами слушают и делают выводы, в отличие от вас. Мы никого не выключаем. Человека сидят с выключенным микрофоном. Молодец. Слепой кот, можно тебе вопрос задать? Ты Казахстан, Германия, у тебя флаг. Ты хамелеон? Я не могу понять, это как, в чем у тебя... Я немец по национальности и родился под флагом Казахстана. Это как вообще? Ну, ты так нормально живешь, да, типа, там хамелеон. Ну, как Если это? ответить полностью на вопрос, как это так получается, немец родился в Казахстане, У тебя паспорт есть немецкий? Паспорт есть? у моей матери немецкий паспорт, и у меня казахский. Ну, какой ты немец тогда? У тебя нету гражданства, ты не немец, получается. Я немец по национальности, по гражданству нет. Нету, у тебя паспорта Ты не немецкого имеешь нету. права по законодательству Казахстана иметь двойное гражданство. Ты кому на уши Так, сейчас у меня вешаешь? нету немецкого паспорта, алло, блядь, я же сказал, у тебя моей матери у тебя немецкий нету паспорт, у меня паспорта, казахский. слепой кот. У Тебя тебя еще нету казахи за это паспорта называют. немецкого, ты не можешь считаться немцем, понимаешь? По Смотрите, матери и отцу, немец, они же как можно уточнить, если не секрет, конечно. смотрите, 400 лет назад, когда был открыт новый свет, когда европейцы поехали заселять Америку, мои немецкие предки поселения взяли, собрались и уехали на Кавказ. 300 лет они жили на Кавказе до Второй мировой войны. Когда Гитлер приближался к Кавказу, он собрал всех немцев, потому что он боялся, что они пойдут в немецкую армию, и сослал в Казахстан. Всех женщин и детей младше 14 лет он сослал туда, всех мужчин старше 14 лет приставили пистолет к голове, спросили, либо ты воюешь с нами, либо ты лежишь прямо здесь. Вот так вот. Мои немецкие предки оказались в Казахстане. Вы Это понимаете? понятно, мы в курсе, что да. У нас тоже митинги, Саша, Где жили твои предки? Слепой кот. Слепой кот, у тебя немецкого паспорта, если нету, ты вообще не имеешь права говорить, я немец. У тебя такого права вообще нету. Немка, у меня бабушка немка. Я единственный из семьи, кто без паспорта. У меня тоже мама из Швейцарии, блин. У меня тоже мама из Швейцарии, но если у меня паспорта нету, я никто, понимаешь?
Слепой Если кот, твоя мама не швейцарка вы, по национальности, вы, то она не швейцарка по национальности, но она гражданин Швейцарии. А я немец по Тише, национальности, товарищ. но гражданин Казахстана Механик, задай этого. вопрос. Так, у нас Подождите. вообще не насчет этого разговор идет. Паспорт это У не нас важно. идет Это не разговор насчет является того сутью видео. нашей дискуссии. Насчет того Слепой. видео, да? Вы Неинтересно хотели дать вашу мне высказаться. национальность. Дайте мне Механику высказаться. дайте задать вопрос. Механик, вопрос. Так дайте сначала мне ответить на тот, вот Ты сначала задашь на то, что вы механику вопрос, задали, а вам потом даем уже слово, задашь уже будете механик говорить. вопрос, нет? Вам даем слово без устали. Просто механику дайте возможность задать вам вопрос. Механик, задавайте вопрос. да, я вспомнил. Слушай, слепой кот, ты сам территориально не в Германии находишься случайно? И, ну, в Германии, а что? А вы, партия есть такая, АФД, альтернатива для Германии, вы поддерживаете ее? АФД, да. Ну, нацики тут, ну. Ну, вы поддерживаете вы эту линию, которая... Я не являюсь гражданином Германии, я не могу поддерживать или не вы не поддерживать. в курсе, Если немец выбирает АФД, это его право. То есть это Не-не, это немного, понятно, как, я они просто немного для себя. более Короче, вы не в нацистских курсе, взглядов, как я понял. но это полезно для Германии, я считаю. Ну, Ну это что, мое тогда дайте личное мнение. вопрос. Слепой, собрать механик, вопрос. Вот очень интересный момент. Слепой кот. Вот вы немцам даете право выбирать. А почему вы лишаете чеченцев права решать свою судьбу самим? Почему вы нам навязываете русню? Слепой кот. Вопрос, ответ. Где я лишаю права чеченца решать свою судьбу? Знаете, что Чечня является оккупированным, независимым, суверенным государством или нет? Оккупированным Россией, Русней. Вы это признаете или нет? Ну, это вам должно быть по барабану, признаю или нет. Ну, типа, мне тоже Я по вам барабану, задаю человек, как оккупирована она или гражданину нет. мира вопрос. Товарищ Ханик, смотри, сейчас я даю. Вам, как Ответ на гражданину вопрос, мира, мне по задаем барабану. вопрос. Вы можете ответить, озвучить вашу позицию как гражданин мира, как человек? Вы же все-таки человек, на двух ногах ходите, правильно? У вас две руки. Вы же на четверенках Не, я ползаете. квадроги, да, как их назвать? Вопрос, ответ. Можете как гражданин ответить? Мне по барабану. Хороший ответ. Вы так, да, когда вот касается чеченской независимости Это ваши проблемы, да? и государственности, вам по барабану, но когда военнопленных российских вооруженных русских террористических банд, насильно засланных этой же Россией с оккупированной территории Чеченской Республики, Убивают, вам мне это не тоже по по барабану. барабану. Они тут у вас чеченцы, да? Они чеченцы, мне пофигу, кто они, не русские, чеченцы. Шнырь! Ах вы шнырь! Вот бы сейчас вот взять бы вас за Но вашу самое главное, бородку чтобы их шнырёвку. убили. Нет, У вас мне самое Простите, главное, пожалуйста, можно если они вставить мое чеченцы, слово? если Я, они как солдаты, понимаю, если здесь они человек Кавказа, если они из представился Дагестана, моей не знаю. нации. Так, Слепой говорите, кот, вы Пусть немец? Дмитрий скажет, пусть Дмитрий скажет. Еще Это один вопрос, я хочу задать. Слепой кот, вы поддерживаете идею так называемых русских немцев или казахских немцев, находящихся в Германии или за ее пределами? Идея, заключается в том, что они, проталкивают типа историческую какую-то миссию, союз, русско-прусский союз такой, так называемый. Вы слышали, наверняка в курсе, о чем Нет, я не слышу. Пруссия и Россия якобы Да, в он не слышал, прошлом, они Михаил. Он не слышал. Дайте Дмитрию сказать, не Давайте, перебивайте. Дмитрий. ну ладно, если не в курсе, тогда смысла нет. Благодарю вас. Благодарю вас. Вот слепой кот, у меня вопрос. Я случайно зашел сюда и сразу услышал. Вы представились моим соотечественникам, немцам. Я сам из Volksdeutsche. Да, по Volksdeutsch по Волжье и Volksdeutsch Прибалтике. Вот я в свое время от лица нашего народа выразил глубочайшую благодарность всему чеченскому народу за то, что они спасали наших детей, немецких детей, из общих бараков Казахстана. Вы присоединяетесь к моей благодарности?
Слепой кот, Я к вам могу вопрос. рассказать историю, как вот, которую рассказывал Не мне моя надо, не бабушка. надо историю, не надо историю. Я Чтобы просто спрашиваю, чтобы вы поняли, почему я не могу ничего насчет этого сказать, потому что моя бабушка и ее прабабушка, ее мама, точнее моя прабабушка, не умерли с голоду только потому, что их закидывали казахские дети куртом, да, ну для надзирателей это были камни, а оказалось это курт, козий сыр, да. Как? Это были казахские дети. Это были взрослые, которые давали своим детям курт, чтобы заключенные в этих концлагерях, мои предки, не умерли с голода. Да? Единственное, что я могу сказать от себя и от своей семьи, благодарность казахскому народу. Я люблю Казахстан, я буду, если вдруг на него нападет Россия, я буду воевать за свою страну, за свою родину, где я родился под казахским флагом. Да? И только благодаря казахам я вообще выжил. И только им я буду говорить спасибо. А где ты в Чеченскому народу у январских меня нет никаких событиях тогда претензий. был, если ты готов воевать? В январских событиях в Казахстане где ты был? Откуда вы знаете, где я был? Я был дома, отпраздновал Новый год. И тут у нас Где дома? начинаются январские события. Где Я был дома дома, ты я был праздновал со Новый своим год? народом. Весь казахский народ плакал и в крови обливался. Я был со Где своим ты, в народом. каком Откуда вы доме? знаете, где я был? Новый год вообще-то был на носу. Обычно празднуют это в кругу семьи. А у меня большая часть семьи, которую я люблю, находится в Казахстане. И я был вместе со своей семьей. И в трудный час Ну я ты был со был своим на народом. январских событиях? Я Ты был был на на январских площадях на событиях. январских Кто вы событиях? такие, чтобы утверждать, что меня там не было? Да, Вы были там я в не январе? понимаю, Вы к видели чему меня эти там? вопросы ему вообще, я не понимаю. Можно, кто не понимает, зашел в курс вести. Какая вообще наше дело, где он был, когда он был, кто он, откуда он вообще. О чем речь? Обсуждаем это интервью, я просто не пойму. Приветствую формата светила исламской мысли, религии ислам, слова Аллаха, проповедника Музмамада, любителя верблюжьей мочи, пил ее уже, 3 камешками подтирался. Формат знает все наизусть. Это наш великий светило исламской мысли. Формат. У нас в гостях Дмитрий Бивол. Оговорка по Фрейду, извиняюсь. Бивол, значит, это Дмитрий, в смысле, тот, который, да. Подождите, у нас в гостях слепой кот, да. Правая и левая рука Карпенко пришел, защищает русский мир. Где он тут? Он у нас еще находится или нет? И он просто говорит, что чеченцы во всем виноваты. А мы ему говорим, ты шнырь, русский под русский агент, и ты будешь отвечать по законам международного права, по законам военного времени, в Международном уголовном суде в Гааге. А он говорит, что чеченцы во всем виноваты. Вот такая у нас дискуссия. Если есть вопрос, задавайте. Понял, благодарю. Кажется, он убежал. Шнырь ушел. Теряли Шныря. Потеряли. Кстати, Шнырь нам, да, дорогие друзья, вернулся. Он вернулся. Да, слепой кот нам обещал, он обещал прилюдно, мы записали это, что у них проводятся прямые каналы, на каналах Золкина, русского православного агента Русни, именно в информационном поле Украины, и на канале Карпенко, русского агента ФСБ на территории Украины в информационном поле. Прямые эфиры он обещал, клятвенно здесь заявлял, что скинет ссылки и даст поговорить с этими мерзавцами, русскими агентами Золкиным и Карпенко. Вы обещали, мы ждем. Говорите. У меня есть ссылка на канал, можете зайти, там вроде бы сегодня, а может быть завтра будет голосовой чат. Я не сказал, что это будет какой-то стрим или, интервью. Я говорю, у нас есть голосовой чат, на который может прийти любой. Антитеррор. Вы меня слышите, да? Я хочу вам кое-что сказать. Во-первых, я сюда пришел, чтобы еще раз сказать насчет того 19-секундного видео, которое было вырезано из контекста, да? Отвечаю на этот вопрос. Еще раз говорю, скиньте оригинал этого видео, чтобы все ваши подписчики и слушатели увидели, что вы вырвали часть из контекста. Скиньте оригинал видео, чтобы каждый смог его посмотреть. Да. Какое видео? То, что якобы Золкин ходил, он ходил по проплаченным митингам, которые оказались российскими проплаченными митингами. И Золкин по-моему, в 2019 году снимал именно такой контент. Он ходил на проплаченные митинги, чтобы показать их суть.
что они это русские проплаченные митинги. А я Так не вот, знаю, я его не публиковал. вот, так Почему ко вот, мне а вот претензии? этот администратор данного телеграм-канала публикует его и выставляет Золкина этим 19-секундным роликом, то, что Золкин агент Кремля. Хотя оригинал видео он сыт скидывать, потому что там написано все. И вы Ну, в прекрасно слышите, как он... таком случае вы правы полностью. Я хочу всем сказать, пожалуйста, вбейте Золкин на проплаченных митингах, и вы убедитесь в том, что вам пиздит главный администратор этого чата. И мне, кстати, очень нравится, что вы взяли вот это вот слоган «Ничто не истина, все дозволено» из игры. Честно, из игры. Видите, Это слепой кот, никакая. пожалуйста, можно вас перебить и сделать вам Да. замечание, не материться в эфире, потому что здесь присутствует женщина, и вы тем самым позорите нашу Спасибо, нацию. Дмитрий, Будьте добры. Извините. Почему вы Вот, так наши дочь, пренебрежительно прекрасно говорит. сказали «свободнеца»? Из игры. Игра это что? Какое-то, не знаю, из другого мира что-то сюда вошедшее? Это художественное произведение, литература, то, на чем мы поколениями передаем знания. На таких же знаниях сделана игра, притом с огромным философским базисом. Что Это тут выдумка, Юр, чтобы пренебрежительного, вы я не понимали. понял. Это просто выдумка. Это, Что никак- выдумка? это слово не является Да, например, историческим. выдумка Библия, Коран, но миллиарды людей в них верят, еще тельняшки Нет, на себе вот рвут. именно. А вся литература, Пушкин, Мушкин, все, на чем мы образовываемся, читаем там и так далее, это все вымысел. Ну туда же Я вкладываются просто, какие-то Филипп, что вы жизненные взяли, скоммуниздили ситуации, фразу от Ubisoft. Она чтобы вообще-то взять опыт запатентована. или еще тому Ну, подобное. во-первых, это запатентованная фраза, это Ubisoft. Ну, то есть ее могут принимать только ассасины. Вы ассасин, вы отрезали себе средний Пожалуйста, палец. если запатентовано, я ее спиратил. Буду отвечать сам. Ну вот, с Ubisoft проблемы у вас будут, ну, если Спасибо. вы станете Будем крупнее. решать с Ubisoft. Какие Вот. ваши проблемы? Нет, я просто ржу. Я огромный фанат этой серии игр, и просто когда администратор этого чата потом скинул свои изменения, то, ну честно, я поржал, жестко поржал, что вы игру воспринимаете так серьезно, ну реально. И Ну, еще раз жизнь повторяю, продвинет я себе. заканчиваю, мне нужно бежать, Да. мне нужно дальше Приносим заниматься людям волонтерской счастье, деятельностью. смех и так далее. А, кстати, у Я меня я еще вопрос хотел задать. Вы сказали, что ваши родители выжили, потому что казахи какой-то сыр бросали. Интересно, откуда эти казахи брали этот сыр, когда им самим не было нечего есть, и они сами находились в советском концлагере? Интересный такой вопрос. Я не знаю, мои предки жили там, где, ну, казахов ущемляли, но, типа, у них были свои там, как его, пастбища, производство, кто-то вел еще и все еще оседлый образ жизни, Казахи поэтому еда вас, была. когда вас выселяли, казахи вас позвали, да, идите сюда, за что вы их благодарите сегодня. Я никаких претензий не имею за благодарность, просто надоело это, понимаешь, казахи нас приняли, мы вас благодарим, день и ночь, все, короче, говорят это. Это говорить можно, но всегда надо объяснять, что казахи сами ничего там ни хрена не решали и были таким же оккупацией, и никто ничего не спрашивал, туда людей привозили и бросали, и все люди находились в таких же условиях, как и они. А мы жили в одних бараках при этом. А мы жили при этом, немцы и чеченцы, в одних бараках при этом. И в 1956 году, когда чеченцы уезжали, они брали тех детей с собой. Это рассказывала моя прабабушка. Ну так я сюда пришел не из-за этого. Я еще раз повторяю. Так поблагодарить надо, народ-то надо бы поблагодарить за то, что хорошо, нашу кровь спасали. Спасибо всем тем чеченцам, всем предкам чеченцев, которые реально действительно этим занимались, которые не просто кичатся этим, а действительно бескорыстно, без задних мыслей делали доброе дело. Реально от души спасибо большое всем этим людям,
конкретно, искренне, от души спасибо. И Слепой сейчас- кот, я тоже Я Казахстан, присоединяюсь у к меня вашей вопрос. благодарности еще раз. И Слепой сейчас кот, скажу, не хочу уходи, сказать подожди напоследок. Мне, секунду. правда, пора бежать. Я еще раз повторяю, я волонтер. 3 секунды дай мне сказать, я тоже с организациях. Казахстана. Мне очень много чего делать Слушайте, нужно. В просит вас общем, остаться. всю Дайте ему 3 информацию секунды. нужно проверять. Слепой кот, дайте 3 Слепой кот, секунды. не уходи, подожди. Подожди, к сведению, я тоже с Казахстана вырос, родился здесь, и гражданин Казахстана, никогда не уезжал. У меня к тебе вопрос, знаешь, какой? Ну, у меня, кстати, в Германии очень много, я вырос с немцами, со всеми вырос. У меня вопрос, знаешь, к тебе какой? Вот этот вот супчик Корпенко, он не Карпенко, он Корпенко. С какого хрена, извини меня, ты к нему отношение имеешь? Я вот это что-то не пойму. Да, по приколу админом стал. А, ну ты это блуждаешь. А он что, тоже кустанайский? Да нет. Понятно, все, спасибо. Ну, всё. Так вот, в общем, всем, к тем, Да. кто... Вот, даже несмотря на то, что мы вас называем шнырем, гнидой и агентом Русни, приходите к нам, мы вам всегда будем давать слово. Даже если вы шнырь, мы вас благодарим за то, что вы есть. Приходите, ждем вас и приводите с собой таких шнырей, как вы, а также Поржать Карпенко приду с еще раз. Золкиным, прицепом. Так Мы вот, вас ждем так и вот. ждем ссылки на прямой эфир. Благодарим вас, даже если вы этого не заслуживаете. Можете Так идти. вот, всем тем, кто поверил в это 19-секундное видео, пожалуйста, если вы хотите убедиться в обратном, пожалуйста, забивайте в Ютубе. Золкин ходит по митингам и убеждаетесь в том, что авторы данного канала или администратор или создатель вас всех наебал. Всем Да. хорошего Он вечера. ходил на пророссийские митинги в Украине, ваш друг Золкин. Так, дорогие друзья, как вы слышали, у нас был в гостях, сам того, не желая, конечно же, ну, чтобы закинуть свои тезы, пробросы, главный администратор под кодовым названием «Слепой кот» на каналах русских православных агентов ФСБ, СВР и ГРУ на территории Украины в информационном поле, лже-журналиста Дмитрия Карпенко, лже-апостола, мерзавца подлого агента и закидывателя русских пробросов на информационном поле в Украине, а также Владимира Золкина. И сам же он подтвердил, что эти двое мерзавцев, агентов Русни, ходили на пророссийские митинги и получали за это деньги и провоцировали украинских националистов, а также украинских патриотов на конфликты. И их митинги назывались «Антимайдан». Дорогие друзья, на этом мы вынуждены закончить наш прямой эфир. Ждем все-таки ссылки на прямые эфиры на каналах этих двух мерзавцев, потому что этот слепой кот нам обещал. А эти два мерзавца к нам не приходят, общаться с нами не хотят, а выставляют всяких бородатых мерзавцев на своих каналах, а со свободными настоящими чеченцами они общаться боятся и не хотят, потому что сказать им нечего. Но мы все-таки заявляем официально нашу позицию, что эти два мерзавца и такие же мерзавцы, как они, а также высшее политическое руководство России и все мерзавцы правительства Украины в государственных структурах подрусские, которые Украина пронизана русскими агентами ФСБ, ГРУ, СВР, также высшее военное руководство России, политическое руководство, все они понесут ответственность и наказание по законам международного права в Международном уголовном суде в Гааге. Такой же процесс, как был в Нюрнберге после того, как немецкая фашистская Германия потерпела поражение от союзников, над российским террористическим образованием будет произведено. Процесс будет. Желаю всем удачи. Огромная благодарность всем нашим участникам, слушателям, а также тем, кто нас будет слушать. Маршал.